Сегодня стало известно, что двум бывшим сотрудникам ФСБ Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву предъявлено обвинение в госизмене в пользу США. Вместе с ними по этому делу проходит бывший сотрудник лаборатории Касперского Руслан Стоянов. Их задержали в декабре прошлого года, через 2 месяца после ареста бывшего журналиста Владимира Аникеева, которого «Новая газета» называет лидером группировки хакеров «Шалтай-Болтай», известной также под названием «Анонимный интернационал». По делу лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева под стражей находятся еще 2 его предполагаемых сообщника – Александр Филиппов и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом стало известно только что, об этом сообщил сегодня Интерфакс со ссылкой на Лефортовский суд Москвы. Адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов сегодня рассказал некоторые подробности дела о госизмене. Обвиняется также в 275 статье. Количество фигурантов по делу более 3, соответственно. Точное количество также вам называть не буду сейчас. Также в интересах защиты. Просто всему свое время. Мы прекрасно понимаем, что у каждого своя функция. Моя функция – не навредить. У защиты сейчас нет никаких официальных данных утверждать, что то дело, в котором мы принимаем участие, как-то связано с группировкой «Шалтай-Болтай». Никаких документов на этот счет нам просто не предъявили. Это не значит, что их нет, просто мы их не видим. Вся информация о деле бывших сотрудников ФСБ и хакеров «Шалтай-Болтай» появляется со ссылкой на источники в изданиях, которые могут быть связаны с теми или иными влиятельными российскими провластными группами. Об этом подробнее в нашей справке. Это был «Звездный час» Царьграда. Правый патриотический телеканал, детище православного миллиардера и спонсора вторжения в Украину Константина Малафеева 25 января выдал сразу несколько новостей про хакерский заговор спецслужб. Весь день на сообщения Царьграда влиятельные СМИ и блогеры не обращали почти никакого внимания, но к вечеру все-таки пришлось. К истории подключились «Коммерсант», «Новая газета», «Ведомости», «Росбалт». И началось. Итак, кого арестовали? Заместителя главы Центра информационной безопасности Сергея Михайлова и бывшего сотрудника управления КМВД, главу отдела расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслана Стоянова. Причем еще в декабре. Это их единственные фотографии, которые вообще есть в интернете. Михайлова арестовывали весьма живописно. Задержали его прямо на заседании коллегии ФСБ и выводили из здания со светонепроницаемым мешком на голове. Позже стало известно и об еще одном подозреваемом, подчиненном Михайлова оперуполномоченном ФСБ Дмитрии Докучаеве. По информации РБК, в прошлом Докучаев был специалистом по кибербезопасности и взломам, а пользователи сети знали его под именем Форб. В чем их всех обвиняют? Как пишет «Коммерсант», расследование ведет Управление собственной безопасности ФСБ. Статья 275 «Государственная измена». Подтвердил это и адвокат одного из задержанных Иван Павлов. «Новая газета» пишет, что ФСБ подозревает Михайлова в связях с американской разведкой. Якобы он передавал ЦРУ информацию о кибератаках на избирательные системы в США во время недавних президентских выборов. Атаки эти велись с серверов компании King Servers российского гражданина Владимира Фоменко. Сами серверы находились в Украине и были арендованы уже у нидерландской фирмы, которую контролирует небезызвестный Павел Врублевский, основатель компании Chronopay. Самого Врублевского обвиняли в свое время в хакерских атаках на сайт Аэрофлота и даже приговорили к 2,5 годам колонии. Впрочем, отсидев год, он вышел по УДО. Наконец, самый важный вопрос. При чем тут Шалтай-Болтай и анонимный интернационал? О том, что Михайлов был фактически куратором интернационала, сообщил все тот же телеканал «Царьград». Потом, впрочем, эту новость с сайта удалили. «Новая газета» также подтвердила, что Михайлов курировал хакерскую группировку, а Докучаев был ее непосредственным участником. Тут на арену выходит близкий российским силовикам ресурс «Росбалт». По информации издания, еще в октябре задержали
другого фигуранта большого дела хакеров Владимира Аникеева, выманив его из Украины, где тот жил в последнее время, в Москву. Предъявили обвинения в компьютерных взломах и начали допрашивать. Он-то и дал показания против заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Росбалт также связал арест Владимира Аникеева с публикацией на украинском сайте «Киберхунта» переписки Владислава Суркова. В той переписке содержалось письмо от помощника Константина Малафеева, датированное 13 мая 2014 года, в котором предлагались кандидатуры на руководящие должности в так называемой Донецкой Народной Республике. Несколько людей из этого списка, в частности, нынешний председатель правительства ДНР Александр Захарченко, получили назначение спустя 4 месяца после даты письма. В тех же документах содержались детали плана «Шатун» по дестабилизации ситуации в Украине в 2017 году и организации там массовых протестов. По делу о госизмене, как сообщает Интерфакс, проходит 8 человек, но 4 из них остаются в статусе свидетелей. Имеют ли отношение к этому хакеры? И почему в России пытаются связать их с деятельностью офицеров ФСБ? Я спросил сегодня у журналиста, эксперта IT-отрасли Александра Плющева. Добрый вечер. Ну, я не знаю, на самом деле, имеет она друг к другу отношение или нет, но сразу в глаза бросалось то, что это совершенно разного поля ягоды. И нам несколько дней настойчиво их связывали. Начали с Царьград ТВ, который вообще насыпал целый фейерверк версий, самых разных, не связанных между собой фактически, но всячески изобличающих этих людей, особенно Михайлова из ФСБ. Вот. А потом эти версии по одной каждый день начинали, значит, так или иначе раскручиваться через источники, добавляться информация началась и так далее. Мне кажется, что то есть арест может быть и связан, и я, может быть, скажу чуть-чуть попозже, почему. Угу. Но дела эти, как мне кажется, не очень связаны, прямо скажем. Почему связан, может быть, арест? Чем отличается дело сотрудников ФСБ от дела Аникеева, которого мы предполагаем человеком из группировки «Шалтай-Болтай»? Ну, смотрите, Аникеев и Шалтай-Болтай – это такие вымогатели. Вот. Это, может быть, довольно высокого пошива, потому что работали с именитыми клиентами. А Михайлов – это человек, который работал в ФСБ, служил в ФСБ. И, надо сказать, весь его бэкграунд, он как бы не говорит о том, что он мог связаться с вымогателем. Ну, всякое бывает, конечно. Нас пытались сильно в этом убедить. А для чего, как вы думаете, люди, которые пытались бросить версию о том, что эти дела связаны, пытались нас убедить, что Михайлов и Шалтай-Болтай – это связанные истории? Ну, потому что нам бы стало понятно, нам должно быть понятно вообще, откуда там происходит Шалтай-Болтай и что у него есть плохие покровители. Вот. Потому что иначе бы получалось, что, значит, почту высокопоставленных людей, ну и вообще там не только почту, а разговоры, там можно вообще вскрыть, знаешь, собравшись за банкой пива, вечером. Вот. Это не совсем так, мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, нас подводят к мысли, что были какие-то высокие кураторы спецслужб, и они очень плохие. Они мало того, что плохие, атаковали, значит, наше руководство, определенную его часть, так они еще вот теперь, как выясняется, издают назад. Но я просто хотел сказать о связи, возможной связи ареста, потому что если заметить информацию, попытаться проанализировать сроки, когда были арестованы люди. Значит, Аникеев был арестован в октябре, как нам говорят, мы ничего не можем проверить. В октябре, значит, Михайлов был арестован в декабре. Ну, то есть, кто после кого тут важно. И нам их связывают. Возможно, просто зная, каким образом делаются уголовные дела, возможно, один дал показания на другого. Но вот, как правило, получается так, что тот, кто раньше арестован, тот и дает на остальных показания. Почему там может не фигурировать, даже если есть показания?
он может проходить как секретный свидетель. Совершенно так. Теперь давайте разделим тогда эти дела в своем понимании, в нашем разговоре. Почему Шалтай-Болтай, группировка, которая, как вы говорите, вымогала деньги у высокопоставленных людей в России, так долго существовать могла? Почему ее не прикрыли раньше? Я очень долго вообще размышлял над этой темой и не мог прийти к ответу. И вдруг вот сегодня как бы у меня появился ответ, который я никак не могу опровергнуть. Ну, не я автор этой идеи, много говорят о том, что некоторые аресты вообще в России связаны вовсе не с коррупцией, например, а с какими-то, значит, чатиками, в которых обсуждались первые лица государства, я бы даже сказал, первое лицо. И я подумал, а почему тут не могло такого быть? И у меня вообще вот просто все сложилось, вся моя конспирологическая идея. Ну, представьте, если заточить команду хакеров на то, чтобы перехватывать трафик, чем можно у нас в стране, в принципе, напугать? Коррупцией? Да все знают, что они коррупционеры. И на всех есть папки, и на всех есть досье. И никакое обнародование этих коррупционных дел ни к чему не приведет. Никакие правоохранительные органы не почешутся, пока им, значит, не дадут команду ФАС. А на то, чтобы отдать команду ФАС, материалы и так у всех есть. Поэтому шантажировать этим бессмысленно. А чем же можно шантажировать? Если в перехвате есть какие-то разговоры, которые можно выдать как нелояльность, То есть, грубо говоря, критика Владимира Путина или оскорбления какие-то, или случайно неловко брошенные фразы, которые можно воспринять как оскорбление. Мы знаем, что Владимир Путин очень ценит личную преданность и лояльность. И очень как бы неспокойно, очень чувствительно относится к элементам предательства. То есть вот за это люди готовы платить, за то, чтобы эта информация не стала публичной. Да. Мне кажется, что вот это очень большая проблема для них. Не стала публичной, с одной стороны. Главное, чтобы она не досталась, собственно, первому лицу, чтобы ему не стукнули. А вы понимаете, что в цифровой век ты не можешь гарантировать, что тот человек, который тебя шантажировал, что он не пустит в ход свой компромат. Даже если ты заплатил ему денег, даже если ты больше, чем он просил. Поэтому они оставались на поводке, эти люди. Могли оставаться на поводке. Они заплатили деньги, чтобы не обнародовали, их действительно не обнародовали, эти материалы, такие типа честные хакеры. Вот. Но они оставляли этих людей на поводке. Вот почему могло не быть ни одного уголовного дела по этому поводу. Слушайте, шутка ли вскрыли твиттер-аккаунт премьер-министра? Шутка ли там глава холдинга? Шутка ли, значит... разные чиновники поставленные, Дворкович, например, вице-премьер. Нормально? Ни один. Пресс-секретарь президента. Ни один не заявил. Людям, которые стоят за Шалтай-Болтаем, больше 3 лет удавалось оставаться в тени. Теперь же о группе хакеров поступают самые противоречивые сведения из разных источников. Андрей Цыганов попытается все это собрать, все, что известно о Шалтай-Болтае. Шалтай-Болтай, он же анонимный интернационал. Впервые группа хакеров заявила о себе 31 декабря 2013 года, когда заранее опубликовала текст новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Хакеры занимались общественной и коммерческой деятельностью. Общественная заключалась в том, что на своем сайте Шалтай-Болтай публиковал переписку высокопоставленных чиновников и политиков. В числе жертв Шалтая премьер-министр России Дмитрий Медведев и его пресс-секретарь Наталья Тимакова, замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, руководитель Лайфа Арам Габрилянов, бизнесмен Константин Малафеев, вице-премьер России Аркадий Дворкович. Коммерческая, скрытая деятельность Шалтая – шантаж. По неподтвержденным данным, более 30 российских чиновников согласились заплатить хакерам, чтобы те не публиковали письма из взломанных электронных ящиков. 23 июля 2014 года блог «Шалтай-Болтай» оказался в реестре запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. В октябре 2016 был арестован Владимир Аникеев, он же Льюис. Почти сразу Аникеев начал давать показания, и уже в начале декабря под стражей оказались один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, он же хакер ФОРБ, а также бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслан Стоянов.
Предположительно, именно Владимир Аникеев был руководителем группы хакеров «Шалтай-Болтай». Данные по сотрудникам ФСБ противоречивы. По одной версии, Михайлов и Докучаев изначально курировали хакеров и передавали им информацию. По другой, они расследовали дело по Шалтаю, однако, выйдя на след группы, предпочли арестам совместное взаимовыгодное сотрудничество. Накануне сообщалось, что во время обысков в доме Сергея Михайлова было обнаружено $12 миллионов наличными. Расследование дела о госизмене сопровождается многочисленными сливами через средства массовой информации. В чьих интересах действуют источники, близкие к следствию, и какое к этому имеют отношение издания, которые приводят их слова. Попробуем разобраться сейчас с политологом Станиславом Белковским. Станислав, спасибо, что вы ходите ко мне на связь из студии «Настоящего времени» в Москве. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы понимаете, эти источники, которые сейчас рассказывают нам и о деле о госизмене сотрудника ФСБ, и о деле хакеров Шалтай-Болтая, их природа одинакова или это разные группировки? Если разные, то кто они? Это разные группировки, это обычная внутривидовая, внутриклановая борьба в российских спецслужбах, которая происходит много лет. Тогда правильно ли я могу себе представить, что каждый источник выбирает свое издание? Вот вы можете нас кратко просветить, грубо говоря, какое издание скорее можно отнести к какой из групп влияния? Росбалт можно отнести к департаменту по борьбе с терроризмом, остальные издания к другим, конкурирующим фирмам внутри Федеральной службы безопасности. Следственный комитет, про который все так любят упоминать в связи с этим делом, вообще является не главным, да, фигурантом и источником. Как вы считаете? Нет, это операционная структура, она оперирует этими данными, но не является субъектом всего этого скандала. Станислав, этот скандал, на ваш взгляд, политический или тут задействованы большие деньги? Нет, он совершенно не политический, в том смысле, что никто не собирается свергать Владимира Путина в результате этого скандала. Это борьба кланов за влияние на президента и нынешнее положение в стране. Смотрите, может ли арест сотрудников ФСБ, которых, среди прочего, обвиняют в шпионаже в пользу США, не называют конкретные ведомства, быть... Не в пользу США, там обвиняют в шпионаже вообще. Непонятно, в чью пользу, да. Вот тут очень важно, видите, да. И у нас с вами появилось противоречие в словах, сомнение, потому что источники говорят в пользу США, но официально это никто не объявляет. Таким образом... Да, и США отмежевались, собственно, от этой истории, да. Не отмежевались, не стали комментировать. Некоторые говорят, что будто бы этих людей могут отдать, подарить, так сказать, избранному президенту, новому президенту США в качестве вот тех самых хакеров, которые якобы покушались на Америку, и закрыть вопрос. Как вы думаете, это реально? Да, вполне возможно. Вполне возможно, потому что Дональду Трампу нужно доказать, что даже если хакеры и участвовали в атаке на сайты Демократической партии, это никак не повлияло на исход выборов. А здесь он это может решить эту проблему только в альянсе с ФСБ. Смотрите, Российской Федерации. Совсем недавно, когда в Москве задержали сейчас уже бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, всем стало понятно, кто не очень пристально следил за деятельностью ФСБ, что часть этой структуры может, если не принадлежать, то очень быть близко связана с каким-нибудь влиятельным бизнесменом, например, главой Роснефти. Как сейчас устроена структура ФСБ? Вы понимаете, кто дергает за нитки? Есть конкретные фамилии людей, которым принадлежит власть в этой структуре? Нет. Их несколько, как минимум. Игорь Сечин один из них, но далеко не единственный. В ФСБ есть несколько кланов, которые управляют этой ситуацией. Скажем, департамент по борьбе с терроризмом в известной степени противостоит руководству ФСБ во главе с Александром Бортниковым, который, в свою очередь, скорее близок к Сечину. А вот такой человек, который совсем недавно был очень влиятельный, а теперь ушел несколько в тень, Сергей Борисович Иванов, бывший глава администрации президента Российской Федерации, принимает участие в этих сложных играх, как вы считаете? Уже нет. Человек, Раньше принимал. принимал. То есть он скорее был близок к департаменту борьбы с терроризмом и клану, который противостоял Сечину и нынешнему руководству ФСБ. ФСБ всегда было против того, чтобы он стал преемником президента Путина и президентом страны, и в этом смысле ФСБ преуспел. Он не стал преемником Путина и президентом страны. Когда сейчас понятно, что, видимо, кто-то из группировки Шалтай-Болтай находится в следственном изоляторе, может ли оказаться, что вся та почта,
за которую чиновники заплатили, чтобы она не стала публично озвученной, появится на столе у первого лица, у Владимира Путина. Он прочитает, что же они там скрывали. Как вы считаете, это реально? Она периодически у него и появляется на столе. Вопрос, доверяет он этому или нет. А это очень ситуативно. Вот если человек, который к нему заходит, сейчас пользуется его доверием, Путин этому доверяет. Не пользуется, не доверяет. То есть нет никаких объективных критериев, которые позволяли бы судить, доверяет ли Владимир Путин конфиденциальным источникам информации, поступающих к нему на стол. Угу. Это дело, мы увидим его завершение в ближайшее время, как вам кажется? Когда Владимир Путин умрет, то да. Понятно. Вы согласны с тем, что, несмотря на то, что очень много тумана, это дело можно назвать главным политическим делом зимы 2017 года? Нет, ни в коем случае. Главное политическое дело зимы 2017 года – это каково состояние здоровья Владимира Путина. Это тема отдельной передачи. Станислав, у меня последний вопрос. Да. Некоторые утверждают, что следы Шалтай-Балтая ведут в Украину, и эти структуры, в том числе и сотрудники ФСБ, могут быть как-то связаны со спецслужбами Украины. Может ли это быть правдой? Нет, я не думаю. Несопоставимый совершенно вес. Спецслужбы Украины не располагают такими возможностями, как российские. Их могут темно использовать? Это внутриплановая аппаратная борьба в России. Их нет. могут? Не могут. У них нет возможностей, которые позволяли бы обеспечивать такие операции. У российских служб они есть. Спасибо большое. Станислав Белковский, политолог. Спасибо, На связи со студией доброго. «Настоящего времени» из Москвы. В сентябре Соединенные Штаты Америки обвинили одного из владельцев IT-компании King Servers в атаке на избирательные системы в 2 американских штатах. «Новая газета» тогда утверждала, что ФСБ в связи с этим начала внутреннюю проверку, а ЦРУ эту информацию комментировать отказалась. Как развивалось дело о госизмене в отношении сотрудников ФСБ, смотрите в нашей справке. 6 января 2017 года избранному президенту США Дональду Трампу был представлен доклад, подготовленный совместно сразу 3 американскими спецслужбами – Агентством национальной безопасности, ФБР и ЦРУ. В докладе Россия и ее политическое руководство обвинялись в организации хакерских атак во время выборов в США. А ровно за месяц до этого в России были арестованы офицеры ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев и сотрудник лаборатории Касперского Руслан Стоянов. Как писала «Новая газета», следствие полагает, что именно Михайлов, Докучаев и Стоянов передали американским спецслужбам информацию о русских хакерах, которая и легла в основу этого доклада. В частности, данные об IP-адресах источников хакерских атак. При этом история хакерской группы «Шалтай-Балтай» может быть с этим делом вообще никак не связана. Именно поэтому предполагаемый лидер «Шалтая» Владимир Аникеев, которого также связывают с сотрудниками ФСБ, обвиняется в неправомерном доступе к информации, а Михайлов, Докучаев и Стоянов уже в госизмене. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев связывался с хакерами из Шалтай-Балтая на заре их деятельности. Об этом и о том, кто мог передать Соединенным Штатам Америки информацию о российских кибератаках, он рассказал в нашей программе. То, что я знаю про деятельность этой группы, в общем, мы достаточно давно там поддерживали определенные контакты, она была долгое время абсолютно самодеятельной. И вот это был такой проект журналистско-пиарщиков, то есть проект снизу, что называется, безо всяких спецслужб. Потом их, судя по всему, разоблачили. Вот господин Михайлов тоже очень известная фигура, совершенно точно он не имел никакого отношения к началу этого проекта и к первому времени его существования, когда, собственно, и были осуществлены все самые громкие взломы. И я так понимаю, что Михайлов и переориентировал этот проект от политических взломов на коммерческие, для того, чтобы зарабатывать деньги. Я говорю, это просто показывает уровень разложения российских спецслужб, где любой человек, даже, в общем, такой достаточно грамотный и хорошо разбирающийся в теме, как Михайлов, в конечном итоге все равно преследует свои коммерческие интересы. Но взяли это его, очевидно, не из-за коммерции. Я считаю, что взяли его действительно из-за связи с иностранными спецслужбами, но, скорее всего, не его самого, а кого-то из тех людей, кто на него работал. И, скорее всего, именно по этой линии пошла утечка относительно хакерских атак по Трампу. И вот очень удобно, потому что то, что происходит, можно отпиарить как голову русских хакеров, которую преподнесли американцам в качестве подарка
для налаживания отношений, ну а с другой стороны наказать всех, кто попутал понятия и попутал свое место в системе.